Опа, здорово, мужики. Сегодня на улице холодно и решил у себя в офисе, как говорится, снимать ролики. Так, заказы делается. Вот, представляю вам такой ножичек. Вот, повернуть камеру возможно или невозможно? Оказывается, нет. Ну ладно, так посмотрим. Вот, бычий хвост, конский волос в темном. Угадайте, чей заказчики. Вот такой, в темном. Вот. Со временем потемнеет, конечно. Рукоять вот такая. Цвет идентичен, ничего такого нету. Вот такой. Ну, качество, конечно, присутствует. Вот такой вот. И Эль Максудин Холм, клеймо мастера. Прямой спуск. Это ножик отправляется в Германию. Там живут наши соотечественники. Зовут Алексей, если не ошибаюсь. Алексей. Этот был давно закончен, по-моему, где-то месяц тому назад. Дорогой Алексей, хорошая новость. Долгожданные стинеры отправки за рубежом прибыли. Так что отправляю ножик. Надеюсь, сегодня, если успею. Вот. А так отправляю. Как получишь, пиши, отправь там видео, WhatsApp, группу включу. Хорошо? Так, это был один заказ. Вот второй. Такой вот красавчик. В светлом. Вот. Этот ножик идет. Процесс этого ножа. Так, занял не более там, по-моему, 10 дней. По-моему. Или даже еще меньше. Дело в том, что любой портной, любой кузнец знает, чувствует, какой заказчик, какие у него там характер и так далее. Если человек добродушный, тихий, спокойный. Я вчера вот поковырялся, в памяти был у меня один человек. Думаю, какой-то светлый был. Ну, жаль очернить такое. Такой светлый, красивый капик. Но тут если темнеть, то и ножны такие вот прекрасные. Светлым, да. Но не хотелось бы темные делать. Смотрю, ковыряюсь. Оказывается, у меня есть один заказчик. Ну, в памяти был, но что-то отлетело. И смотрю. Ну вот, совпадение, как раз он. Человек тихий, промысловик, охотник. Вот, заказал. По истории по WhatsApp смотрю. Здравствуйте, хочу заказать ножик, пожалуйста. Стоимость такой-то. Вот. Да, конечно. Можно карточку там, да, скинул фото карточки. И написано принято. И все. Ничего такого дальше нет. Здравствуйте, когда отправите? Когда наконец-то я получу? Вы совсем с ума сошли. Вы издеваетесь. Где мой заказик? Я же оплатил в прошлом неделе. Где мой? А вот этот хозяин этого ножа, ничего такого нет. Никакого опроса, никакого там дальше алло, где. И получилось отличный ножик.
просто отличный. Это я говорю как мастер. И душа лежит, и просто песня. То же самое. Сатинирование, Эльмакс, длина 13, кованый дол, клеймо мастера. Я тестировал этот ножик, вот, и он отличается еще одним из тех, которые я закончил, еще одним таким, который узнает он лично сам, хозяин только. А остальным пока такого еще не видел. Я вот вчера закончил, честно скажу, и решил позвонить ему. Вдруг он адрес поменял или что там на охоте, мало ли. Решил позвонить по видеозвонку. Звонок не идет. Потом вечером звонок. Алло, алло. Ну, спрашивает, ты где был на охоте? Что добыл? Ну, рыбу. Ну, что, гусь летит. Ну, тихо и спокойно, поздравляю, говорю. Праздником, говорю. Да, и вас также, говорит. Каким праздником, интересно, спрашивает. Да ушел. Вчера же это самый первый день зимы по якутскому поверью. Вот, Покров. Праздник Покрова. Вот. Он говорит, ну, да. Ну что, поздравляю, ножик готов, хочу отправить. Ну, спасибо, говорит. Тихо, спокойно. Да, наконец-то такого. Нет такого. Люди такие спокойные, тихие, и результат отличный. Просто отличный. Будущим заказчикам так и советую. Если, как говорится, спешить, гнать, большого такого приятного, ну, руки-ноги связаны, клиент спешит, алло, в результате тяпля получается и не хочется отправлять даже. Так бывает, и надеюсь, в будущем поймут, учтут будущие заказчики. Почему? Потому что, наверное, деньги получил и исчез, наверное, там, ля-та-поля, я не знаю, что она фантазирует, это все мысленно и в прямом смысле мешает процессу изготовления якутского ножа. Да, ничего такого мекшена нету. Вот. И еще сегодня я хочу представить один ножик. Виталя, твой долгожданный, долгооплачиваемый красавчик. Вот, по поводу хозяина могу сказать пару слов. Человек прямой, простой, жизнерадостный. Это даже чувствуется. Ну, Виталий, наверное, сейчас красный такой сидит, улыбается. Вот, когда смотрит это видео. Ну, Виталя, держи, это твой темном. Кованый дол. Эльмакс Длинхольм. Прямой спуск. Тестировал. Сам тестируй. Используй. Ножная кожа. Вот. Не дребезжит, не гуляет. Вот. Конский волос. Достойная работа. Пользуйся. Носи на здоровье. Смотри, подамейский ремешок. Длинный делал. Вот. Как говорится, и у нас Газпром. Мечты тоже сбиваются. Вот. Еще один ножик хочу представить вам. Вот такой вот красавчик в темном. Обратите внимание. Расстояние сюда, здесь, то есть в районе этого длины. Смотрите, чуть длиннее. Припрятал рукоять максимально. Оборот 3 пальца. Не 2, не 4, а именно 3. Вытаскивается удобно. Смотрите сами.
вытаскиваю. Вот такой длинный. Вот такой длинный ножный бычий хвост. Еле-еле натянул. Получился отличный. Сам доволен работой. Да и ножик при тесте результаты отменные дал. Про хозяина могу сказать, мужик конкретный, малоразговорчивый. Вот. Ну, у него все в порядке, конечно. Вот. Должен сказать, специально не очернил, специально оставил таким рукоять. Специально. Чтобы не испортить такой рисунок, даренный природой. Смотрите, любуйтесь. Вот. Это натуральный свет, ребята. Натуральнее нет. Вот так вот. Округленный. Кончик 1 палец. Длина 16,5. Силич. И я тут убрал тут большую такую, ну небольшую, конечно, грудь, чтоб колющий эффект был огромный. Засахал этого сквозь горло одним махом. Могу поспорить. Провод не пробовал, но знаю, на что он готов, на что он способен. Гибкий, вот, режет, и режущий взмах длинный. Ну, ножик, соответственно, длинный, ну, и вот держится в рукояти вот так. Вот. Длинный, удобный. Вот, если хочешь там свет там потемнее, давай, добывай окровленной рукой. Подержи тут, засохнет, станет темнее. Вот так будет примерно. А этот уже будет черным практически. Ну вот такой длинный ножик. Вот. Вот заказчик ждал. То же самое могу сказать про него. Человек тихий, спокойный, серьезный. Вот. Ну вот, это твой ножик. Сатинирование. И что самое главное, настоящие якутские ножи от него. То есть от меня. Ну вот, ребята, подошло к концу очередной видео. Так, у меня тут лежит еще один и еще 4 процесса. Осталось всего ничего. Так, еще могу сказать, чуток терпеть. В течение этой недели все закончу. Видео еще будет. Решил все ножи снять не отдельно, а прямо так. Вот. Пускай люди смотрят, какие могут там возникнуть заказы, желания. Вот. И еще могу сказать про выставку. Кто желает, давайте заказывайте, если хотите прямо там в Москве. Так, получить на выставке ножик. Так, и что могу сказать? Так, сейчас уже практически 2 недели осталось. Аврал будет у меня. Вот. А так, если будете заказывать, ребята, заказы приму, конечно. У меня тут записано все. Не дай бог телефон сдохнет. Тут у меня все записано. Вот. Кроме текста в общении. У меня номера, адреса. То есть все есть. Вот. И если будете заказывать, оплачивать в этом месяце, вот, в октябре, то получите гарантированно ноябре, в следующем месяце. Это уж точно. Почему? Сенокоса нет. Охота закончилась. Рыбалка закончится в этом или в начале следующего месяца. Что делать зимой кузнецу? Работать. Ничего не отвлекает. Так что гордо заказывайте. Вот. Все.
Все у меня. До свидос.